Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Летний выпуск передач «Просто вкусно». Мы наконец-то вышли на лето. Наше якутское долгожданное короткое лето у нас наступило. И мы находимся сейчас на даче у нашего друга Альберта Окоркова, на его даче, и продолжаем цикл летних передач. Со мной здесь Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришел человек из Академии нашей наук, руководитель научно-образовательного центра Семенов Юрий Иванович. Юрий Иванович, приветствую. Привет, здравствуйте. Давайте просто Юрий. Да. Да, вы согласны? Так да? будет правильно. Да. Первое, никогда не забываю это сказать, но иногда забываю. Спасибо, что согласились быть гостем моей передачи. Во-вторых, вопрос, который я всегда задаю: с чем вы к нам сегодня пришли, учитывая то, что у нас кулинарное ток-шоу. Да, большое спасибо, во-первых, что пригласили. Вы и Семену тоже. Для меня большая честь сегодня присутствовать. Ну, мы сегодня так ведем с вами кулинарную передачу, поэтому мы будем готовить сегодня два блюда. Ну, во-первых, Даже два? Да. Успеем? Ну, постараемся, по крайней мере. У нас есть очень большой помощник, шеф-повар ресторана. Я думаю, он в этом деле многие вопросы ускорит. Первое, что мы будем готовить, это мы будем готовить ряпушку. Я для себя несколько лет назад открыл эту замечательную рыбу, северную рыбу. Да. Она очень вкусная в разных видах. Многие, наверное, помнят, по крайней мере, мы в детстве ее больше ели сырой. Урбанина. Да. И она прям просто была прелестной. Мы никогда не могли даже подумать, что ее готовят разными приспособлениями и так далее, в том числе уха замечательная. Но мы сегодня будем ее жарить. Это мое самое любимое вкусное блюдо. Когда мне, да, 2000, кажется, в 2015 году привезли жиганскую эту замечательную рыбу в упаковке от бумаги А4, такая коробочка, да. Я сначала думаю, ну ладно, немножко поем, а потом пожарил, посмотрел, и это обалденно. С тех пор я безумно люблю эту рыбу, так что я надеюсь, она у нас сегодня получится. Разделяю ваши чувства насчет этой рыбы. Она очень мягкая получается. Очень хорошая. Да. И вообще я ее возил на Сахалин, у меня жена с Сахалина, к теще, к тестю, и они вот как-то скептически относятся к речным рыбам, и они больше любят морскую рыбу, ну, она мясистая, костей мало и так далее. Но попробовав нашу замечательную вот рыбу-ряпушку, они обалдели, и каждый раз, когда мы ездим, мы всегда покупаем. Юрий, согласись с тем, что либо разделяешь ли ты мнение о том, что якутская рыба самая вкусная в мире? О, ну я, безусловно. Для меня на первом месте это карась. Спасибо. Для меня это карась, а потом ряпушка. Спасибо. Хорошо. Вот. Второе блюдо, которое мы постараемся сегодня приготовить, это мясной салат, такой мужской салат. Он очень быстро делается, вкусно делается. Вот. Ну, насколько полезно, я не знаю, но вкусно это обалденно. Это вот моя тетя научила меня, и с тех пор мы всегда... Так, с чего начнем? Я думаю, надо начать с ряпушки. Так, я смотрю, ты какую-то часть уже... Да, я уже почистил. Мы покажем, как ее чистить хорошо. Я думаю, Семен, если что, нам подскажет. Она очень хорошо, быстро чистится. Мы немножко включаем воду буквально. И вот у нее чешуя очень быстро и хорошо удаляется. Очень быстро можно это сделать. Тихим сапом я тоже подойду. Да. Чешуя отходит сама по себе. Да, просто чуть ли не так. Чуть-чуть, да, немножко. Достаточно даже тупого ножа, чтобы... Да, тупого ножа и достаточно очень хорошо она чистится. Вот. Одна из прелестей этой рыбы, да. Чуть-чуть в воде полежала, и все хорошо. Говорят, что некоторые люди очень любят даже готовить ее вместе с чешуей, когда готовят, суп из нее делают. И говорят, что постепенно суп потом, чешуя отпадает, и можно есть. Убираю голову. Я вот немножко, может, по-другому чищу, неправильно чищу. Но вот так, как я умею, так и чищу. Как привыкли. Удивительно, что у нее очень мало содержимого внутри, очень хорошо чистится. Это осеннее получается. Да, это, конечно, подледное больше. И вот очищаем, и немножко, конечно, я промою после того, как... Давайте, чтобы внутренности отмыть. Но я так в последнее время замечаю, что рыбу слишком много мыть тоже вредно на самом деле. Некоторые вообще карасей даже не моют, просто тряпка оттирает и все. Возможно, но я люблю помыть. Вот я предварительно почистил, чтобы долго здесь время у нас не было. И все, в принципе, уже можно ее в муке очень хорошо сделать. Мы тоже муку подготовили. Чуть-чуть ее посолить, да? Я посолил там. Можно еще чуть-чуть посолить, думаю.
вредно особо не будет. Вот, ну, наша традиционная, так скажем, да? Да. В муке мы ее обваляли. Можно уже поставить, на самом деле, сковородку, вот, и она очень хорошо получается. Вот мы ее традиционно, как наши мамы, бабушки, дедушки все учили. Но я вот стараюсь лишнюю муку убрать, потому что она подгорает. Она, мука подгорает и дает запах лишний, поэтому должен быть все-таки А тем временем Семен уже сковородку поставил. Юль, скажи, пожалуйста, точнее, ответь на вопрос. Судя по тому, что ты вот так у тебя ловко все это получается, готовить ты любишь. И есть люблю. И есть. Да, и готовить. Чуть было не сказал, по тебе видно. Да, по мне видно. Я всегда, я все-таки... Хотя нет, чуть было не сказал, но сказал. Не удержался. Вот, я когда я преподаю лекцию в школе, когда работал, я всегда говорил, по мне видно, что я и готовить люблю, и есть люблю, но я люблю это делать быстро. Одни люди это делают очень медленно. Юрий, нормально масло? Да, я думаю, нормально. Чувствовал толком расстановки. Масла не так уж много должно быть. Ну вот достаточно быстро мы это сделали. Раз-раз и в дамке, да? Да, раз-раз и в дамки, и мы все это дело... Ее даже можно на завтрак, на ночь ее достать, она отойдет. Да. Быстренько утром чоп-чоп. Можно даже с собой на обед забрать. 3,5 минуты с одной, 3,5 минуты с другой. Да, да, вот что удивительно в этой рыбе, Тем более вот Юрий, получается, показал телезрителям, как ее быстро разделать, почистить. Да. Сами видели, что это не больше 5 минут занимает. Да. Пока вы чистите и обсушиваете рыбу, можно поставить масло на разогрев, муку подготовить заранее, фук-фук, пожарили. Уже у вас и завтрак, и обед. У Юрия, я смотрю, есть свой нож. Он Да, это мне одноклассники подарили. Было время, когда каждый год они мне дарили ножи, видимо, покупали разные. Ну вот, рыбу мы подготовили, а немножко сейчас сковородка пойдет, и параллельно надо нам сделать салат. Мы все любим мясо, потому что мы все-таки, как говорится, саха. Якутские люди, да, якут траву не ест. Да, якут траву не ест. Поэтому я подготовил вот небольшой кусочек мяса, хотя бы небольшой, но вот если в салате, в каком-то блюде есть мясо, оно дает совершенно, ну, питательный вкус вообще по-другому. Да. Особенно, если это жареное мясо, вот мы любим такое. И вот последнее время вот я постоянно делаю этот вкусный салат, мы соломтиками режем. Он вообще болгарский перец. Я в детстве его не очень любил, но он, оказывается, очень вкусный. Да, в нашем детстве, наверное, его и не было. Его особо и не было, да. Надо было искать, и что такое. Ну, мы выращивали, тем не менее, мы не очень его любили, но вот с годами он, оказывается, очень вкусный, а еще, оказывается, очень полезный. Когда я был в Нюрбе, была такая замечательная женщина, я отчество не помню, Доминика ее звали, она вот выращивает очень большое количество перца, вообще любых овощей. И она говорит, что вот у кого сахар повышенный, очень полезно есть именно болгарский перец, потому что он снижает уровень сахара в крови. Сахара, да, и с тех пор вот мне это очень понравилось. Совет от гостя. Ну, не знаю, насколько это правда, но я думаю, я верю, по крайней мере, в это. Мне кажется, если верить, то действительно может снижать. Потому что, ну, овощи вредными не бывают. Конечно, лучше со своего огорода, но какой есть. Он все равно очень хорошо. Насчет усваиваемости я не знаю, но вот... Мне кажется, любой овощ, любая клетчатка, она усваивается на раз. Она очень хороша. За редкими случаями патологии, то, мне кажется, любой овощ. Возможно, ну, да. И тем более, когда мы ее с мясом кушаем, вот Семен назад овощи с мясными продуктами, с рыбой очень хорошо усваивается лучше, да. Да. И поэтому я вот режу соломтиками и прошу вот подготовить вторую. Я уже подготовил. Да, большое спасибо. Как хорошо, когда есть человек, который предвидит... Угадывает твои мысли. Вот именно. Режу соломками. Здесь несколько методов, конечно. Соломками, потому что оно так приготовится быстрее, наверное, да? Быстрее приготовится и равномерно приготовится. Убираем все лишнее, что есть. И вот тоже салат быстренький. Конечно, очень вкусно его делать с жеребятины. Но вот, к сожалению, я не нашел. Мы эту вкусную продукт быстро едим. Это говядина. Это говядина. Ну, он тоже подходит. Да, мы в детстве мы тоже, кстати, много жеребятины не ели, как едим сейчас. Сейчас прям покупаем целыми тушами, полутушами. А в детстве я не помню, чтобы так много было. Ну вот, что... Мода зашла чуть попозже. Да, да. Это уже, ну, чуть ли не мода, это такие кулинарные тенденции якутские стали, да. Да, ну... Ребята традиционно много не ели. Говорят. Вот, касаемо детства. Второй вопрос или третий, который я задаю традиционно гостям.
Юрий, расскажи, пожалуйста, о себе. О себе. Чьих будете и как дошли до жизни такой? Ну, я родился в городе Вилюйске, есть такой замечательный, красивый город, я его очень люблю. Он, Бывали, да, красиво, действительно, он, подтверждаю. расположен... Хотунбюлю, Да, красота. Да, на берегу. Я, правда, был зимой, но все равно было очень Ну, красиво. зимой там очень красиво, летом вообще прекрасно. Да. Мои любимые сосны, по которым я очень скучаю, пески эти В моем детстве замечательные. была замечательная песня «О, Бюлю, о, Бюлю». Да, и до сих Да, пор эта до сих песня пор не есть, у нас она есть. И вот родом я оттуда, закончил школу, в детский сад там был. Вот моя воспитательница есть, хочу передать ей привет. Да. У нас Кузьминична. немножко поле чудес. Очень. Всем учителям, всем директорам школы Да. можете передавать. И, Ничего вот. страшного. И учительница первая, я очень ее люблю, Алина Михайловна Прошина, но она сейчас живет в Нерингре. Она родом из Курска. Вот такие замечательные в Ох, советское ничего себе время. такие. Да, в советское время люди 19 лет, молодые девушки, вот приехали, Волгина, Алина Михайловна Прошина, Вера Кузьминична, Спиридонова сейчас по молодости, Журбина, кажется, была, я уже не помню. Вот замечательные педагоги нас учили, они жили в Вилюйске. Вот вообще очень много Вилюйск наш. Я много могу говорить о Вилюйске, не только о красоте, не только о людях, которые там живут, добрые, хорошие. Вы представьте себе, там практически 7 музеев. В одном маленьком городе, где живет чуть больше 10 тысяч человек, там 7 музеев. Музей боевой славы, музей Хамуса, краеведческий музей, один из самых первых музеев имени Петра Хрисантовича Староватова, это в городе Вилюйске. Ну, школьные музеи, они тоже есть. Это просто замечательно. Так что и для туризма, не говоря о скверах, не говоря о парках, которые там есть, ну и сама природа там очень прекрасна. Во-первых, живописная река Вилюй. Когда мы ходили, спускались прямо вниз и рыбачили. Я жил буквально на берегу реки, на улице. И, Вот. кстати, те люди, которые живут рядом с водой, все умеют плавать. Ну, я надеюсь, по крайней мере, мы все умели плавать. Ну, это Для же нас так. это больших трудностей не было. Для Ну, нас естественные водоемы были как бы редкостью, да. и я не умею. Ну, И даже до сих пор не умею. возможно. А мы все время спускались, Да. там же ловили тугунки, тут же ели, тут же плавали. Это все было очень интересно. Ну, вот Семен нам помогает. Я думаю, мы приступим к подготовке еще салат, следующего. Да. Вот. Семен уже вовсю. Уважающий себя повар, говорят, очень хорошо, быстро должен все любить мыть. Да. У него должна быть чистая кухня. Я стараюсь этому как-то соответствовать. Ну, но- прекрасно. Вот передача закончится, вы тоже помоете все, ладно? Да, с удовольствием Хорошо. можно. Вот, ну, больше это все делает, конечно, жена. Итак, когда мы говорим о нашем салате, какие ингредиенты? Ну, основное, конечно, это мясо. имеет название? Нет, я не знаю, какой Называется у него. мужской. Ну, Хорошо. мужской, Назовем мужской. я так его называю. Якутско-мужской. Да, я вот режу туда основной ингредиент, это болгарский перец, Ага. лук репчатый и огурцы. Огурцы, они дают такой более сочности, поэтому мы обязательно Воды добавляем? добавляем, да. Тогда, ну, скажем, Какой острый нож? добавляет. Вот я прям так грубо, Вы за разговорами аккуратно там пальцы берегите, пожалуйста. довольно грубо я вот режу. А то некому посуды будет У мыть. у кого как получается порезать, ну вот соломкой режем, Так. и у нас, я думаю, довольно интересно получится. Вот первое, мы нарезаем огурцы. После того, как огурцы туда пошли, мы нарезаем болгарского перца. Тоже соломками. У нас получается все соломками, ну, кроме, конечно же, Сердцевину убираем. да, сердцевину убираем, тут семена очень хорошо можно почистить. Кроме, конечно, лука. Репчатый лук можно не добавлять, потому что не все его любят. Особенно, Ну, когда... есть люди, кстати, особенно, которые когда... я лук не ем. Особенно... Или начинают сидят и выбирают. Да, ну, бывают разные. У кого-то изжога может быть. У кого-то может быть желудок не очень хорошо лук Не воспринимает. не воспринимает. А кто-то, может быть, на встречу, на работу надо, чтобы не было. И, ну, вот, конечно, лук это кто как любит. Лук кто как любит. И вот мы режем перец соломками. Но перец, он такой большой, и поэтому я стараюсь его пополам. Конечно, я делаю это довольно грубо. Можно более тоньше, изящнее.
это уж на Ну, любителя. учитывая, что у нас якутский, мужской, Нож, почему да. бы и нет? В рот влезает и не орет, и все. Да, это важно. И лишь бы вкусно было. Ну вот я порезал немножко, да, и можно для красоты красного перца добавить. Да. Еще и подготовленные. Да, вы я вот смотрите. немножко подготовил, чтобы время, понятно, не терять много. И вот получается довольно интересно. Получается цвет, как говорится, светофор, обычно люди говорят. И огурцов немножко я порезал. Ну, перца можно чуть побольше добавить. В этом ничего плохого нету, потому что перцем не испортишь. Кашу не испортишь. Да, и что самое удивительное, эти овощи для этого салата, они вот сохраняют свое первостепенное, так скажем, его не обрабатываешь ни термическим, ничем, они не вареные, они свежие, и поэтому они практически салат готов. Ну, добавим немножко лука. Я для этого Добавим, да. лук уже приготовил. А уже даже и приготовлен. Да, Давай. свежий лук, сказали, довольно дорогой, 130 рублей продают. Да. И сразу запах лука. Да, и Открыл сразу контейнер, запах, раз, да. и- Я думаю, мы добавим лука достаточно, потому что у нас довольно мужская компания собралась Да, мы кушаем, вот здесь, да. И поэтому, У думаю, нас встреч после съемок нету, так что добавим лука. изжоги у нас нету, все хорошо. Добавим лука. Ну, лук тоже надо хорошенько порезать на самом деле, чтобы он был такой полукольцами. Сейчас Да? мясо не влезет или влезет? Влезет, он Влезет, да? никуда не денется. Утрамбуемшийся. Зелень Утрамбуемшийся. не будем добавлять. Я подумал, мы зелень будем использовать для украшения. Видите, как хорошо и быстро получается салат. Да. Главное быстро. Ключевое слово, которое мы используем часто сегодня, это быстро. Это быстро. Ну, мы работаем все. Мы работаем, и очень много времени приходится уделять работе. Вот, да. И обязательно, это приправим мы салат. Приправим. Мы работаем, я работаю в Академии наук. Вот, мы еще дойдем до этого, да. Я знаю, что в Академии наук. Вот мы дошли до школы. Да, Передали привет всем учительницам. да. Да. Я очень их люблю и уважаю. Выбор образования. Да. Выбор образования. Я думаю, это вот в 8 классе меня избрали старостой класса. И я как-то почувствовал огромную ответственность, бремя на себя, что, оказывается, есть такая профессия, отвечать, скажем, за коллективные определенные действия. И вы знаете, мне то ли понравилось, то ли появилась такая определенная необходимость. И поэтому как-то я определился, сказал, я должен стать государственным служащим. Понравилось быть боссом? Нет, там не боссом, там работать много надо, и за это не всегда получать похвалу. Но ничего, вот, ну, какая-то вот ответственность осталась, и после этого я подумал, куда поступить. И я спросил у своего учителя, и мне учитель сказал, есть в Хабаровске Академия государственной службы. Все, я никуда не поступал, я был уверен 100%, что во всем мире существует только одна Академия государственной Хабаровске. службы. Хабаровске только там готовят. И я поехал поступать туда сам один, билеты были дорогие, вот с результатами своих экзаменов и так далее. И поступил, и закончил там же аспирантуру, но потом приехал работать сюда. Послужу, получается. Да. Ага. Давайте посмотрим, как у нас готовится. А то мы как-то без соучастия стоим, все отдали. У нас программа же делится на две части. Кулинарная, ток-шоу кулинарная, а у нас мы часть ток-шоу, которую мы взяли. Да. Вот мы подготовим место, здесь красивая такая посуда. Очень люблю украшать, да? Очень люблю. То Вообще, есть получать сначала эстетическое да, удовольствие. я люблю это дело. И вот тоже зелень очень хорошо использовать. Вообще зелень во всем всегда очень украшает. И эти натуральные цвета, где есть. И вот я говорю, я учился в Хабаровске. Очень зеленый город, очень красивый город. И я, когда поступил туда, конечно, на первом курсе узнал, что кроме Хабаровска практически в каждом вузе есть моя специальность. И я как-то... Назад дороги нет. Да, но как-то меня учили, я заканчивал Вилюйскую гимназию, в котором всегда говорили, что надо поступать в лучшие учебные заведения, учиться у лучших, постигать азы науки у лучших, потому что
тогда и знания будут совершенно другие. Поэтому я совершенно не жалею, учитывая, что у нас в Хабаровске вся профессура практически была московская, из Московского университета имени Ломоносова, и различных центральных. И мы получили, я считаю, очень хорошее, достойное образование, после которого я вернулся в родной Вилюйск, просил отправить меня на работу, даже в село Битюнь, специалистом в администрации, но вакансий не было. Поэтому, на родину. да, поэтому пришлось устроиться на работу в городе Якутске. Я сначала работал в Национальном фонде Баргары при президенте, замдиректора, специалистом. Баргары, это же Михаил Ефимович, по-моему. Да, конечно, Михаил Ефимович создавал эти фонды республиканские. Параллельно работал преподавателем Академии государственной службы. Вот у нас здесь был филиал. Вот у нас мясо здесь жарится очень хорошо, благодаря Семену. И довольно быстро тоже такими соломками. Да, соломками это вот. 10 минут и готово. После этого, ну, как-то я вот пошел в систему образования. То есть работал в ВУЗе, филиале Российской Академии Государственной службы, в родном своем. Вот. Но он тогда московским стал, 5 лет там отработал. То есть, получается, ты любил и учиться, и потом передавать свои знания. Ну, как-то так. Как-то так. У меня мама учительница биологии и химии, как-то у нас эта профессия, да, была в почете, и вот мы как-то продолжаем эту тему, поэтому... То есть сначала, как завещал, учиться, а потом учить. учить. Да. А потом меня пригласили на работу в замечательное учреждение для одаренных детей, тоже созданных первым президентом есть. Это физико-математический форум Ленинский край, находится в Актемцах. Вот сейчас это Малая академия наук. Это полный прототип Сириуса, вернее Сириус, который в Сочи Владимир Владимирович Путин создавал несколько лет назад. Это полный наш прототип. Он появился в 1999 году. И я там работал замдиректора по науке и методике. И вот мы это все создавали, организовывали, работали с одаренными людьми, детьми. Идея заключалась в том, что вот со всей республики можно собрать одаренных детей, обучить их и вновь отправить их в свои родные школы. Чтобы Сами того не знаю, скорее всего, с моим сыном пересекались. Мой старший сын там года 3 или 4 ходил каждые каникулы. Возможно. Там много. У нас талантливых детей очень много. И вот идея заключается это я в том... таким образом намекнул, что у меня сын талантливый. Да, все дети талантливые. Вот это главная ключевая концепция, идея в системе образования. Все дети талантливые. Главное увидеть их талант. Вот, и раскрыть вовремя. И раскрыть вовремя. Наклонности. Да. Потому что, ну, действительно же всегда, говорят, любой человек талантливый. Да, вопрос в том, что у кого-то талант откроется чуть раньше, у кого-то чуть позже. Вопрос в этом же. Кто-то вовремя получит наставника, кто-то вовремя получит. Но вот я, изучая талантливых детей, однозначно могу сказать вывод, я думаю, все с этим согласятся, за талантливым ребенком всегда стоит родитель или учитель. И наставник. Потому что, прежде всего, родитель. Тысячи детей проходят через это замечательное учреждение. В школе, в котором я был директором в Актемском лицее, тоже удивительно. Когда родитель смотрит навыки, интересы своего ребенка, развивает, то постепенно все развивается. Самое главное – это верить в своего ребенка. Сахалы видеть. такаи. Такаи, конечно. Да. Чуебаток, такаем тагардаха. Очень коллег. Главное поймать интерес ребенка. Да. Вот в чем самая большая суть. Вот, у нас Потому что найти занятие, от которого человек сам по себе кайфует. Да. Ну, то есть он готов выполнять без никаких лишних... Вот простой пример скажу. Есть все равно в школе дети, которые слабо, так скажем, учатся, осваивают. Ну, казалось бы, слабо. Ну, казалось бы, слабо. Да, не хотят почему-то. Не хотят и так далее. Прогуливают, да, и вот грубят. мы сделали эксперимент. Вывели вот несколько таких детей и говорим, ну, найдите... Называется девиантный подросток. Ну, типа. можно так сказать, да? И говорю, найдите мне их одаренность. И мы ищем, говорит, нет, ну как не может быть? И мы опускаемся в 10-й, 9-й, он учится в 10 классе, 10-й, 9-й, 8-й, и в 6 классе ученица говорит, а он очень хорошо рисовал.
И мы смотрим, рисует, и вправду и создаем вот эту атмосферу успеха, где он рисует, выставляется. Долго с ним работаем, год-два. И этот ребенок сейчас учится, работает в Майтоне и получает 2 раза больше зарплату, если не в 3 раза больше, чем я. И он Социализировался, так Конечно, вот создание среди Дизайнером успеха. стал, да, получается? Дизайнер, он дизайн, закончил замечательное якутское училище, художественное училище имени Романова. Потом поступил в Майтона по конкурсу и замечательно работает там 2D художником, если не ошибаюсь. Вот. Мясо у нас готово. Вот, мясо у нас готово. Я думаю, можно уже положить вот ложечку. Найдем. Вот. А вы приверженцы того, чтобы мясо солить? Да, мы мясо солим. Так, устричный Я думаю, соус, что- я смотрю. Да, мы вот уже можно... Так, надо на камеру так Основной- аккуратно показать. Основной ингредиент мяса можем уже положить. О, пахнет хорошо. Да, положить. Ну, кто готовил-то? В руках такого человека, как Семен, думаю, все получится. Да, у нас посуда, конечно, получилась чуть меньше, но я думаю, это небольшая проблема. Мы постараемся перемешать, и пусть сок туда спадает. Мы на растительном масле это все дело делали. И вот есть такой замечательный соус, он в Якутске особо не продается. Мы вот привезли его с Сахалина. Да, вот креветка нарисована здесь. Она очень замечательная. Мы немножко... соус. Да, устричный соус, и мы соевый соус. Мы его добавляем буквально пару ложечек, и он будет абсолютно замечательный. Вкусный. Скоро будет готовенький. Да, уже салат. Видите, как мы быстро этот салат сделали. Ну, конечно, мы это сделали довольно быстро. И вот кто особенно спешит, куда-то идет, или когда я в лес, поход, мы сразу берем, делаем такой салат очень быстро, и он очень хорошо получается. Вот, поэтому, когда мы, возвращаясь к теме талантливых, одаренных детей, в нашей республике, я думаю, это самая большая работа была сделана, и большой опыт работы с талантливыми детьми, благодаря Михаилу Ефимовичу. И весь мир сегодня, весь бизнес, все производство, все борются за таланты. И есть даже, к сожалению, те люди, которые говорят о том, что в будущем ни диплома, ничто не будет нужно, будут смотреть только, что человек умеет, какой он талант. Но это абсолютно неправильно. Человек должен быть гармонично развит. Ну, желательно. Конечно, потому что человек, который изучал историю, филологию, литературу, он совершенно по-другому мыслит, он совершенно по-другому подходит. Кстати, я вот сотрудничаю с Институтом мозга и с Психологическим институтом Российской академии образования в нашей лаборатории детства, которую я возглавляю в Академии наук, и который создан благодаря поддержке Целевого фонда будущих поколений. И мы изучаем детей дошкольного возраста, их особенности, когнитивные, эмоциональные, так скажем, да, развитие их мозга, языка, что на это влияет и так далее. И мы вот сравниваем это с детьми. О, видите, как замечательно. Давайте предлагаю... За разговорами. Да, за разговоры. Ну, предлагаю разложить. Думаю, если Семен не против, это будет красиво, да? Вот у нас рыба готова, а запах, к сожалению, невозможно передать. Через камеру передать невозможно. Но я думаю, можно это красиво разложить. Причем запах свежий, очень такой, да, вкусный. Вот мы его разложим. Рыба готовится очень быстро, между прочим, да? Да, 5 минут с одной, 5 с другой. Да, 5-7 минут. И тоже Вот, очень... Может даже быстрее. Да, это очень, так скажем, приятно. А Семен, между тем, и за эти взялся. Семен взялся, да, у нас за, так скажем, овощи, потому что с овощами, я думаю, это будет вкуснее. Ну, без производственного брака не бывает, поэтому сделаем так. Вот. На чем мы остановились? Мы остановились на тем, что вот моя лаборатория в Академии наук, она занимается исследованием детей дошкольного возраста. Мы изучаем психологический портрет современного ребенка. Дошкольного даже? Дошкольного возраста. От 3 лет мы изучаем до 6-7 лет. Мы изучаем с двух сторон. С одной стороны, психологический портрет, то есть как на него влияют гаджеты, телефоны, как объем памяти у него сколько, современный ребенок. Наша задача понять, какой он современный ребенок.
Второе, это мы изучаем здоровье. Совместно с медицинским институтом Северо-Восточного федерального университета мы работаем, и мы смотрим, какое состояние здоровья у наших детишек дошкольного возраста. Подождите, немножко перебью и забегу вперед. Понятно, что какая-то такая специальная задача стоит, да? Да. Где вы берете подопытных? Это не опыт, это абсолютно неправильно так говорить. Не, ну в смысле... Это наблюдение. Ну, наблюдение. Это наблюдение. То есть получается, что вы заключаете контракт. Да, мы заключаем неким договор. садиком. Да, у нас есть приказ Министерства образования. Мы это делаем все официально. Родители пишут обязательно, согласие. родители Я пишут про это и согласие, говорю, да. Без согласия Потому что родителей. юридическая сторона, немножко, не каждый родитель, наверное, конечно. захочет, чтобы и над его детьми условно проводили эксперименты. Нет, там никакого эксперимента нет. Вопрос в том, что там просто наблюдение. Как проводится, да? Вот психологическое, там наблюдение. Мы смотрим поведение, как оно идет, и делаем различные тесты в игровой форме. Мы моделируем определенную ситуацию, ну, например, понимание эмоций. Ведь не все дети понимают эмоции в определенном возрасте. И мы смотрим картину, где есть разные, где улыбается. Говорим, вот что он делает. Типа Роршах. Да, разные рожи, так скажем, показываем. Различные тесты выполняют. Просто рисуют дети. Говорят, нарисуй неизвестное животное, нарисуй собаку и так далее. И на основе этого психологические есть такие тесты, которые очень хорошо показывают, они доказаны, опробированы не только в России, но и во всем мире. Вот, это 8 регуляторных функций мы изучаем. И вот абсолютно ничего мы с детьми не делаем, мы просто как он был. Зато после этого мы даем родителям очень хорошую информацию. Что вот в вашем ребенке... Портрет. Да, вот у него вот это выявлено Характеристики. ярко, вот у него вот это выявлено ярко, речь у него, а у него словарного запаса не хватает и так далее. Надо делать... Для его возраста. Для его возраста. Конечно, его для развития, каждого возраста это все по-разному, это все, и родители очень довольны. Ну, представьте себе, завтра вот буквально 2 месяца, это очень долго работа. Мы на каждого ребенка тратим в месяц там где-то по 8-6 часов, учитывая, что мы делаем это на протяжении 6 месяцев. Мы в октябре начинаем, и только в марте, в апреле этот процесс заканчиваем, потому что каждый месяц мы смотрим динамику, и на протяжении 3, 6, 4 лет мы смотрим ребенка в возрасте 3, 4, 5, 6 лет. Смотрим и смотрим динамику. И вы знаете, мы обнаружили, мы 3000 детей в год изучаем. Очуметь. Да, Это много. по всей республике. Обычно же выборка это 100, это вот так Да, хватает, но мы стараемся... Для статистики, я Да, имею в виду. конечно. Потому что мы в Неринге совсем другие условия, другие дети, там больше русскоязычные дети. Ну В то есть это еще по Да, это конечно, не только Якутск. Конечно, в Якутске это русско- и якутоязычные дети. В Вилюйской группе совсем другие, в Мегино-Кангаласском Лусе Да, совсем ну, другие. условно, городские дети, сельские дети, и так далее. да. Промышленный район. И мы везде это все смотрим. И удивительным фактом остается то, что и такие же исследования проходят в Ленинградской области, в Москве, в Татарстане, в Осетии, в Дагестане, в Чечне. И удивительно, что наши дети, по сравнению со всеми детьми этих вышеназванных субъектов, скажем, ряд уровней их когнитивных способностей выше. То есть они быстрее принимают решения, правильные решения. У них словарный запас очень большой, там в порядках в 2,3 раза. Особенно у детей русско и якуто говорящих. В семье говорят на якутском языке, в садике на русском ходят и так далее. Когда смешанные Да, но там есть проблемы на самом деле. Да? Ребенок чисто не может на русском, чисто не может на якутском. Вроде как ни там, ни сям, да. Не Ни рыба, там, ни да, мясо, у нас всегда не так там, ни говорят. сям, да. Сахаляр. Но мы видим, что с возрастом, в принципе, это все выравнивается, если правильно это корректировать. И вот мы одним из самых первых методических рекомендаций, которые сделали для родителей и для системы дошкольного образования, это правильное изучение языков. Это очень важно. Ребенок все-таки сначала должен говорить на языке матери. На родном языке На родителей, родном да. языке. Матери. Да, вот потому что мама больше общается, мы видим. Само собой, да. Вот первое. А потом уже изучать другие языки, но это совершенно не откладывать. Практически с 3 лет, даже параллельно, можно изучать несколько языков, но сначала все-таки освоив первый родной язык, это обязательно. И дети, которые владеют 2 и более языками, их способность творчески мыслить, их способность вообще мыслить, думать, принимать решения,
умение действовать, ну, если не в 2, то в 4, даже в 5 раз бывает, порой быстрее, больше и так далее, не говоря об объемах памяти, которые они могут держать, как быстро С учиться. этим я сразу соглашусь, даже не зная результата ваших исследований. Всегда же говорят, даже если ты в возрасте, изучение другого языка, который ты не знаешь, даже если попытаться, это мощный антиальцгеймер. Да, это факт. Это факт. Вообще Да. мозг не имеет понятия уставать, у мозга нет понятия предела памяти, поэтому мозг очень нуждается в сложных задачах, решениях, в сложных книгах. И когда мы смотрим тупые передачи... Не создано ни такого жесткого диска, который бы сравнился бы с мозгом. Еще нету. Поэтому обязательно надо читать сложные книги, потому что тупые книги, легкие книги, это легкая дурацкая музыка, ну нельзя так называть, на вкус товарища нет, но тем не менее они все-таки влияют хуже по сравнению с тем, что сложная «Война и мир», она совсем по-другому влияет на мозг человека. То же самое и на ребенка. У ребенка нет понятия «сложно». Вот, кстати, ребенок отличается от взрослого человека именно этим. У ребенка нет понятия «сложно». Он берет и делает. Он берет изучать языки. Потому что сравнительных категорий нет. Он не понимает, что это вот это сложно, вот это вроде казалось бы легко. И барьеров нет. Потому что это люди же сами придумывают. Потому что на самом деле понятия холод и тепло тоже нету. Это вот так. Если вспомнить физику, Если да. вспомнить Вы как физику, да. физик, да. Это отсутствие тепла люди назвали холод. Да. Это вот факт. То же самое и темноты нету. Есть, темноты есть да. отсутствие света, да, есть вот. свет. Вот У поэтому, детей также. Поэтому я вот всем родителям советую обращать внимание на своего ребенка. И самое главное все-таки... Пределы, границы для него не ставить. И не ставить некие границы, любить своего ребенка. Это очень важно. И много общаться. Все-таки дети в Якутии 2,4 раза сидят больше в телефонах, в интернете, в планшетах, чем все дети Российской Потому что Федерации. это расплата за продвинутость. Возможно, возможно. И возможно за холод, за зиму такую. Это нехорошо. Поэтому и общаются. И мы, кстати, обнаружили... Кстати, это уже доказано, что это нехорошо, да? Ну да, в принципе, Московский университет уже сказал, что не более 2 часов в сутки ребенок до 6 лет, он не должен сидеть больше 2 часов. Ой, я Это получасами ограничил своих пацанов. Это очень важно. Полчаса в компьютер поиграл или что-нибудь там поделал, все. Потому что там нету Планшет, таких больших мыслительных процессов и так далее. Вот. И мы заметили очень большое количество детей по сравнению с другими годами, имеющих логопедические проблемы со звуком, с произношением, с речью. А это отсутствие общения, прежде всего, родителей со своим ребенком. Поэтому надо рассказывать сказки, общаться побольше. И это все влияет на развитие человека. И вот 5 ключевых инструментов развития любого человека. Это музыка, классическая музыка. Чем больше вы занимаетесь классической музыкой, тем больше у вас развиваются мозги. Классический рок, надеюсь, ходит туда? Ну, музыка, можно сказать. Потому что я классический рок детям давай слушаю. Второе – это изобразительное искусство. Все, что связано с миром, это все нарисованное. Четвертое, третье – это шахматы, физическая культура и языки. Вот если 5 будет у ребенка, то это будет хорошо. Мы с вами закончили готовить благодаря Семену. Скажем так, больше Семен приготовил. Больше Семена, да. Мы больше разговариваем. Да, мы больше... Кулинарное ток-шоу. Да. На что вы и рассчитывали, да? На что мы и рассчитывали. Ну, я считаю, получилось очень красиво. Попробовать бы еще на вкус, но мне кажется, довольно неплохо получилось. Мне кажется, Вот видите, это все... А самое главное, довольно быстро. Особенно тем людям, которые спешат, летом и так далее. Быстро поехали и сделали. Спасибо. Ну, попробуем, да? Итак, у нас, благодаря Семену, уже практически все готово. Осталось, что нам сделать, Семен? Я думаю, нам осталось Лимончиком. украсить. Да, лимончик. для красоты, для... И для вкуса добавить. Вкуса Да. Ну, тоже. по желанию, да. Может быть, мелко порезать, кто хочет свою. Я думаю, дольками, да, Да, просто порезать. Вот мы до этого с Семеном разговаривали. Я вот не очень люблю на самом деле лимон, но я так понимаю, он всегда используется в рыбе, потому Ну, что... не всегда, да. Бывают вариации приготовления с лимоном, с тимьяном. Но кому как, на свой вкус и цвет, как говорится. Но он усиливает вкус, да? Где-то да. Освежает. Освежает, да. Рецепт. Я вот так вот положу, Видите, аромат поменялся сразу. аромат сразу. Да, да. уже сразу такой. Ну и такой летний, весенний, да? Да. Да. И еще можно, кто захочет, рыбу, Поливатор. поливатор, да, можно вот так положить. Ну что, можем пробовать. Да, давайте, ребята. Начнем с салата. Давайте. Он такой у нас летний, овощной, с мясом. Мы назвали его якутский мужской.
Да. Ну как? Сочно, Ну, попробуйте. свежо. Это легко. Сочно, свежо. Как говорится, и на обед, и на ужин. И Самое на то. обед, и ужин. Если кому не Универсально. хватает соуса, можно дополнительно добавить Да. соуса. Вот. Классика. Здесь мы тоже баклажаны у нас на гриле. Это Баклажаны, перцы. Можно и морковку очень любят люди, да, делать. И картошечку наш традиционный, второй хлеб. Ну что, можем пробовать рыбу. пробуем рыбу? Ну давайте, что скажет шеф? Солил-то я. Солил-то я. Вот. Пусть Семен попробует. Мы через 15 минут. Не, ряпушка, она очень хорошая рыба. Обалденная. Мягкая, сочная. Очень вкусно, хорошо получается. Практически без костей. Практически без костей. Очень Да. легко удаляются кости. Не, а можно с костями же прямо кушать. Ну, хребет убрать только. Да, а это маленькая мелко. Ну, очень вкусно. Я считаю, у нас получился сегодня. У нас реально получилось сегодня просто вкусно. Спасибо. Вот с лимоном. Спасибо, Юрий. Вам спасибо. Спасибо, Семен. Ну что, продолжая беседу. Мы дошли до 5 пунктов. Да, вот я говорю, музыка, шахматы, спорт, языки. А почему именно шахматы? Ну, шахматы это все-таки стратегия. Шашки там немножко по-другому, система мышления, система движения устроена. Шахматы все-таки они позволяют больше думать, и там несколько функций развивается у ребенка, у человека. Первое действовать в уме. Второе планировать несколько шагов вперед. Да. И третье строить стратегию. Стратегию. Это очень важно. Планировать это одно, стратегия это немножко другое. И поэтому в этом деле шахматы они совершенно по-другому влияют. Но это уже давно научно доказано. Да, считается, что это вообще же маленькая жизнь. Естественно, это маленькая жизнь. Прототип маленькой жизни. Я думаю, кто очень хочет, чтобы дети развивались, у него очень Я хорошо. сам занимался шахматами. Вот так что видите, вопросом. Ну, в советское И вот, время посмотрите, где я теперь. шеф, Соведущий передачи «Просто вкусная шутка». и шеф-повар. Ну, Это кстати, вот- вот когда занимаешься шахматами, например, математика даже легче дается. Конечно, потому что это совершенно... Там не то, что на несколько шагов, там надо на 10 рассчитывать, какую комбинации. Конечно, играть. чем больше, чем больше. И причем каждый раз соперник, кто с тобой сидит, и каждый раз все игры, меняется. стиль игры. Да, и все время все Вот меняется. Поэтому он и начинает. стратегия. Поэтому Поэтому всё стратегия, в меняется. зависимости от того, Да. как соперник, это как бы маленький бокс тоже. Поэтому Да? все меняется. Вот. Ну, кроме этого, я еще занимаюсь и Согласен, являюсь... потому что пойдет он так или так, это смотришь, как пойдет, то ли ты с левшой, то ли ты с правшой. Да, правшой, то ли апперкут. Потом, как он еще в ходе игры Да, да. поменяет Да, свою да, да, тактику и стратегию, движение. Да. Вот. Ну, кроме всего этого, я являюсь руководителем Николаев-центра, это библиотека, архив первого президента, находится в долине Эркени, это в селе Актемцы, Хангаласского улуса. Не зря, во-первых, Михаил Ефимович там родился, это его родина, а во-вторых, там происходили процессы этногенеза, происхождения народа Саха. Сегодня... Собственно, я, да. Да, сегодня, вот в этом году, в прошлом году буквально вышел трехтомное фундаментальное научное издание «История Якутии», которое было... Кстати, она в свободном доступе же есть. Её В свободном можно- доступе, да, в интернете. Нет, и книжки, говорят, можно купить. Ну, насчет книжек Сложно. пока вроде нету. потому что- Трехтомник. Да, трехтомник. Якуты. Книжки розданы Академии наук по всем библиотекам, Да, по всем да. школам, высшим, средним специальным заведениям. Они разошлись. И это очень большой труд, который делался десятилетиями нашими историками. Вообще наши историки, Институт гуманитарных исследований сделал очень большую работу и открытие в этой области. Я думаю, всем почитать эту историю было бы очень полезно. Ну что ж, Петр, Как бы ни печально и не парадоксально это не звучало, эфирное время у нас, к сожалению, не резиновое. Юрий, спасибо, что был сегодня гостем. Конечно, надо поблагодарить тебе, руку пожать. Спасибо. Да, за Спасибо большое. то, что пришел с такими приготовлениями. 2 блюда мы успели вместе с Семеном, да. Традиция, которую опять-таки не хотелось бы нарушать, пожелания нашим телезрителям. Вот на эту камеру, пожалуйста. Я бы пожелал беречь друг друга, любить друг друга, ценить друг друга. Жизнь, она прекрасна на этом срединном мире, и быть здоровыми. И для этого питаться здоровой едой и вести активную жизнь. Всем успехов!
Юрий, спасибо. Замечательно. А я, Петр Цепанин, на этом потихоньку прощаемся. Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Ну а мы что? Мы продолжаем. Просто Кушать. вкусно, да. Обязательно мы уйдем за кадр и все это мы доедаем.